Мы можем потерпеть, но сутки, 2 сутки, ну не неделю же, не 2 недели же. Без воды не могут люди сидеть. В Назрани возникли проблемы с водоснабжением, причины и решения в нашем выпуске. Мы надеемся, что этот фестиваль подвигнет Ингушетию более раскрыться в кинематографическом плане. Сегодня в Ингушетию прилетело жюри ежегодного международного кинофестиваля «Золотая башня». Актуальные вопросы акушерства и гинекологии обсудили на научно-практической конференции в перинатальном центре. Готовимся к внедрению новой системы слежения за поведением водителей. Перемены начнутся с 2022 года. Мурат Евлоев, воспитанник клуба «Кушт», стал серебряным призером первенства России среди юниоров по вольной борьбе. Здравствуйте, это новости 24. Жители многих районов Назрани вот уже 2 недели испытывают серьезные проблемы с водоснабжением. Воды не хватает на элементарные бытовые нужды, нечем даже умыться. А все дело в прорыве на отрезке центрального водопровода Магас-Альтиева. Администрация держит этот форс-мажор на контроле. Когда намерены ликвидировать проблему, узнаем у Микаила Тангиева. Очередную тревогу в связи с отсутствием воды бьют жители города Назрань, проживающие за Алхачурским каналом. Не имея возможности элементарно умыться, приготовить пищу, полить огород и справиться с прочими бытовыми нуждами, для многих стало настоящим испытанием. Жители рассказывают, что порой приходится закупать воду у участников или в магазинах, а это заметно бьет по карману, учитывая, что использовать воду приходится постоянно. Ведрами таскаем, где есть, где капельки набираем, где что есть, подбираем. В данное время ситуация такая. Ну, эту проблему надо решить как-то. Мы можем потерпеть, но сутки, 2 сутки, ну не неделю же, не 2 недели же. Без воды не могут люди сидеть. И такая картина наблюдается по всему городу. Чтобы понять, в чем причина такого негодования местных жителей, мы приехали на улицу Тихая, расположенную недалеко от федеральной трассы. И здесь, как оказалось, не так уж и тихо. Уже вторые сутки на месте работает бригада рабочих из Ингушводоканала, пытаясь устранить порыв, который произошел на отрезке центрального водопровода Магас-Альтиева протяженностью 8 километров. Чтобы избежать затопления близлежащих домов, подачу воды тут же остановили и теперь готовятся к пайке пластиковой трубы. Купили муфты, трубу купили, все мы подготовили, аппарат, все стоит вон. Чтобы сделать пайку, ставить ставку, которую порванная труба, убрали, отрезали. Сейчас мы ждем, пока вода стечет оттуда. Непосредственное участие в устранении этой проблемы принимают и местные власти. Мэр Назрани Урусхан Евлоев неоднократно посещал это место и держит ситуацию на личном контроле, заявил замглавы администрации города Муса Харсиев. Также, по его словам, по мере необходимости производится частный подвоз воды к жителям. Подвоз воды идет в ручном режиме путем транспорта по ЖКХ. Мы пока обходимся. Мы предоставили воду в нескольких детских садов, где была заявка. Вот заявку подают, мы туда тут же воду подвозим. У нас на это силы, средства есть, МУП по ЖКХ, и мы справляемся в этом отношении. За время, что идут ремонтные работы, региональный водоканал принял решение не откладывать проблему в долгий ящик и установить на водозаборной станции Вальтиева современный и мощный насос. По плану это позволит значительно увеличить давление в трубах. Технические характеристики нового насоса в разы превосходят своего предшественника. В сутки он способен непрерывно подавать до 300 тысяч кубов воды в час и создавать давление для поднятия воды в гору на 240 метров. Стоимость оборудования доходит до 500 000 рублей. И в дальнейшем здесь планируют установить еще 2 гидронасоса.
Устранить болезненную проблему горожан обещает до конца суток. Для этого собираются привлечь еще несколько специалистов, и есть надежда, что местным жителям больше не придется переживать из-за нехватки живительной влаги в своих домах. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня в аэропорт Магаз прибыл состав жюри международного кинофестиваля «Золотая башня», который пройдет в Ингушетии уже в 6-й раз. Авторами идеи фестиваля являются Министерство культуры Республики и заместитель председателя Союза кинематографов РФ Клим Лаврентьев. С 5 по 9 ноября на 6 площадках в Назране, в селении Сагапши Малгобекского района, Магасе, Верхних Очелуках, в селении Нестеровской, в Али-Юрте состоится показ конкурсных художественных и документальных фильмов. В отдельной категории проходит трансляция внеконкурсных фильмов. Фестиваль «Золотая башня» – это очень серьезное мероприятие кинематографическое. В этом году будет круглый стол, тема которого просвещение детей средствами кинематографа. В принципе, этой проблемой никто в стране не занимается, а кинематограф в деле воспитания детей, подрастающего поколения, всегда играл и должен играть очень большую роль. И мы надеемся, что этот фестиваль подвигнет Ингушетию более раскрыться в кинематографическом плане, потому что когда мы начинали, кино снималось изредка на телевидении, а теперь фильмы ингушские, документальные, принимает участие во многих международных фестивалях. Кроме показа документальных и художественных фильмов, в рамках фестиваля запланированы специальные кинопрограммы для детей и подростков, а также мультфильмы для детей младшего возраста. Фестиваль способствует развитию кинематографа не только в Ингушетии, но и на всем Северном Кавказе. Очень рад, что меня пригласили здесь у вас посмотреть. Я слышал, что народ очень, как говорит у вас, хлебосольный, да? Я думаю, со своей семьей обязательно. Мой сын, моя супруга русская, и мой сын хочет очень, не только в Москву, но хочет погулять. Я думаю, его привезу сюда, обязательно. Актуальные вопросы акушерства и гинекологии. На эту тему в стенах перинатального центра прошла научно-практическая конференция. На встрече говорили о главных задачах, стоящих перед акушерами, гинекологами как по всей стране, так и в регионе. Это и снижение материнской детской смертности, повышение рождаемости, улучшение качества жизни женщины и раннее выявление онкопроцессов. Поговорили о применении новых методик в акушерско-гинекологической практике, о психоэмоциональном статусе женщины. Улучшение качества жизни женщин в разных периодах, репродуктивном, климактерическом и так далее. Улучшение выявляемости, профилактика выявляемости злокачественного образования женской репродуктивной системы и молочных желез. Улучшение качества оказания помощи именно в акушерском направлении, то есть это профилактирование преждевременных родов, замерших беременности, осложнения, связанных с преэклампсиями, эклампсиями, с тяжелыми гистозами. То есть очень широкий охват вопросов, которые мы сегодня ставим план раскрыть. В научно-практической конференции приняли участие акушеры-гинекологи региона, министр здравоохранения Зарема Альянова, студенты старших курсов НГУ и ординаторы. С докладами выступил и профессорский состав СКФО. В ходе встречи не только раскрывали актуальные проблемы. Конференция стала прекрасной возможностью для действующих врачей и студентов, не выезжая за пределы региона, узнать о достижениях в процессе улучшения акушерства и онкогинекологии. Это применение различных методов для родовозбуждения, для ведения родов, для ведения послеродового периода. Очень сейчас часто встречается пролапс во время беременности, после родов. И вот мы впервые хотим здесь у нас в Магасе, на Северном Кавказе, применять в послеродовом периоде акушерские писарии, гинекологические писарии для лечения истмико-цервикальной недостаточности, для своевременного выявления патологии именно вот истмико-цервикальной недостаточности, ведения беременности, родов и послеродового периода.
От отчаяния к надежде, от надежды к отчаянию. Сегодня в Ингушском научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева состоялась презентация книги Розы Ганиевой «Посттравматический рост. Путь исцеления родственников, пропавших без вести». Монография по таким названиям в свет вышла в прошлом месяце. В ней представлены основные результаты психологического исследования людей, чьи родственники пропали без вести при событиях осени 1992 года в пригородном районе. О тех, кто остался в состоянии хронического расстройства, людях, которые не смогли попрощаться с близкими и не знают, где их родные. Над этой книгой автор работал 3 года. Мы, выполняя эту работу, опирались на 2 теории. Это теория трансформации личности Магомеда Эминова и теория личности Виктора Франкла. И в процессе и в результате своей работы мы смогли убедиться в том, что да, действительно, эти теории подтверждаются. Жизнь человека в любом случае, при любых обстоятельствах, в любой ситуации имеет смысл. Вот. Это такой первый основной вывод. И второй вывод может прозвучать так. Любая экстремальная ситуация является источником страдания, вот, с одной стороны, и с другой стороны может быть источником мужества, стойкости, решительности, в зависимости от того, какую позицию, смысловую позицию занимает человек, который в ней участвует. То, что эта работа написана, это огромное дело для нашего народа. Огромный, просто неоценимый вклад в историю нашего народа. Роза Хаматхановна проделала очень большую работу. Профессор, ученый, исследователь. По семейным обстоятельствам. Как сблизить детей и взрослое поколение. Работы на заданную тему представили юные режиссеры в рамках открытого кинофорума «Бумеранг». Его представители приехали сегодня в Ингушетию для отбора самых креативных короткометражек. Какая перспектива у победителей, расскажет наш корреспондент Идрис Ижиев. Теперь перейдем по ссылке. Так, вот сюда и заказать. Окей. На вид эти кадры не отличаются от профессиональной мультипликации. Отлично проработанная анимация и хороший монтаж. Однако после титров становится понятно – кино создали школьники. Абсолютно все, включая сюжет, было придумано ребятами не старше 15 лет. Работа впечатляет, виден подход и желание. Именно за новыми идеями и талантливыми ребятами прибыли представители кинофорума «Бумеранг» в Ингушетию. Каждый год, начиная с 2006 года, Всероссийский форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» собирает своих участников. Это ребята, которые взяли видеокамеры и решили рассказать всему миру о своей жизни. Камера в руках подростка – это больше, чем техника. С ее помощью пишется портрет нового поколения. Десятки школьников с интересом наблюдают за происходящим на экране. Адам Паров идеей снять небольшое кино заинтересовался с первого слайда. Живопись, кино и компьютеры – любимые его занятия. Внимательно выслушав лектора, Адам твердо решил – нужно участвовать. Я бы хотел создать фильм, закинуть его на этот сайт. Там несколько сайтов есть. И хотел попасть в Артек и снять свой фильм не более 5 минут, чтобы он понравился, чтобы я выиграл. Я надеюсь, что мне помогут. Например, что нельзя идти к незнакомцам. Вот такие у меня есть идеи. Еще, например, то, что нельзя употреблять наркотики. Такая тоже есть идея. Примеров для ингушских школьников более чем достаточно. Мультфильмы, кино и лайв-видео. Главное, чтобы творчество несло правильный посыл обществу. Тем для короткометражек много. Ребенок может выбрать тематику, которая ему ближе. Мальчика, который был грубияном, и в итоге то, что он заснул, и мне кажется, что конец там был то, что он изменился. Вот как-то и добро, то, что человек может измениться в хорошую сторону. Наподобие этого хотел снять фильм. Такие крупные мероприятия представители Артек и Орленок проводят раз в год. Приобщить детей к современному искусству – главная задача организаторов. В связи с тем, что наше общество вошло в интернет-эпоху, интернет очень сильно разъединяет поколения. Да? Есть поколения, которые рождаются самые маленькие, и они уже все знают.
как себя вести в интернете, все знают, на какие кнопки в телефоне нажимать. А есть поколение, которое, вот как я, например, я осваивала интернет и все новые технологии намного позже, когда уже была взрослым человеком. И понятно, что между нашими поколениями, детьми и нами, взрослыми, очень большая пропасть. И пропасть эта, она все шире и шире. Вот цель этого конкурса – найти точки соприкосновения и договориться. Желающих много. Ребята буквально засыпали вопросами лектора. Это не может не радовать, ведь, как признаются организаторы, главное желание, остальное получится. Преподавательский состав, в свою очередь, обещает помочь. И самое главное, дадут свободу для съемок в стенах школы. Активно примем участие, поможем и во всех их направлениях, учитывая все пожелания детей, помочь разработать тот или иной проект, чтобы они красивую предоставили работу. Для того, чтобы мы выиграли и попали, ребенок, чтобы выиграл и попал в лагерь «Артек» или «Орленок». Работы принимаются круглый год. Участвовать может каждый желающий. Главное соблюдать регламент. Быть может, совсем скоро наши земляки смогут блеснуть на поприще кино. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают военные, чья служба так или иначе связана с военной разведкой. Дата праздника выбрана не случайно. В этот день, в 1918 году, в составе полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России, центральный орган управления военной разведкой в нашей стране. Десятиклассница Софья Рожковская стала финалисткой всероссийского конкурса сочинений. Он проводится с 2015 года в 2 этапа. Способности оценивали более 80 экспертов. Ученица Центра образования МАГАСа пишет всегда и всюду, говорит, что слова сами складываются в рассказы. О достижениях и новых целях способной девушки расскажет Тамара Хашагульгова. Произведение под названием «Расскажи мне о чудесах» вошло в 100 лучших среди 366 работ, представленных на конкурсе по 10 темам. Работа Софии Рожковской была представлена в номинации «Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток доброты». Главными героями моего сочинения стал психически нездоровый человек по имени Денис Вуд. Происходит у них с его лечащим врачом, психиатром, доктором Бейнсом следующий разговор, который затрагивает как и самочувствие, чувство, переживания самого Дениса, доходя до решения, даже не решения, я извиняюсь, до самой проблемы, что нынешнее поколение не способно верить в чудеса и практически не имеет понятия о добре и доброте. София не только хорошо владеет пером, ее способности многогранны. Наверное, поэтому и учеба дается легко. Есть еще одно творческое увлечение. Она обожает рисовать. Софья мой старый друг, мы знакомы с ней достаточно давно, около 2 лет, наверное. И за это время я успел многое о ней узнать, и то, что она достаточно творческий человек. У нее очень много разных работ, она что-то пишет, что-то рисует. Я много чего видел, и у нее очень хорошие работы. Человек она творческий, это точно знаю, рисует, пишет, начитанный человек. И это вроде было понятно, что она победит на этом конкурсе. Я читала это сочинение, и оно очень мне понравилось. Это все грамотно, все красиво, и все преподнесено красиво. В самом лучшем виде. Сначала она училась писать, потом уже слова сами собой начали складываться в стихотворения, а уже после и в рассказы. Пишет девушка, сколько себя помнит. Большие и маленькие, различных стилей и жанров. Формат произведения зависит от вдохновения. Я больше люблю писать как в стиле рассказа. То есть даже когда просто на уроках нам задают сочинения, мне очень сложно просто комментировать все, а потом оглашать свое мнение в общем. Я люблю расписывать детали и какое-нибудь событие или что-то в таком роде олицетворять чем-то материальным.
Творческие конкурсы для нее совершенно новый формат. Отправлять свои произведения куда-то даже не думала. Главными читателями, а по совместительству и судьями, для нее всегда были родители, друзья, а еще педагог по русскому языку и литературе Марьям Хачубарова. Во многом благодаря ей ее работа оказалась и на конкурсе. Я ее отобрала для участия в этом конкурсе именно потому, что у нее есть способности к творчеству. Она проявила инициативу, желание, написала замечательную работу, в которой отражается очень глубокая мысль. Предложила ей поучаствовать в этой работе. Она с радостью согласилась, поучаствовала, принесла мне работу. Я проанализировала и поняла, что работа вполне соответствует требованиям и может занять достойное место среди победителей. Конкурс сочинений всероссийского масштаба проводится для учеников 4-11 классов, а также студентов колледжей и техникумов по нескольким тематическим направлениям с 2015 года. За 5 лет его существования в нем успели поучаствовать почти 4 миллиона человек. Олимпиада проходит в 2 этапа – региональный и федеральный. Награду вручали в Общественной палате Российской Федерации. Было очень красиво, очень торжественно. Каждую номинацию представлял тот или иной педагог, будь то он или декан какого-то факультета, одного из лучших вузов нашей России, или же спонсоры также участвовали в этом мероприятии. То есть профессора, доктора наук, каждый, который представлял свой город, свою республику. Очень волновались дети, и я болела за нашу девочку, старалась ее поддержать, потому что она одна единственная была от Ингушетии. Но Софья держалась достойно. Сейчас София Рожковская учится в 10 классе. Литературное творчество для нее не больше, чем хобби. Девушка еще не определилась, связывать свое будущее с этим направлением или найти себя на другом поприще, например, в лингвистике. Но время подумать еще есть. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. К 2022 году в России появится система слежения за поведением водителей. Она может предупреждать о вероятности аварийной ситуации на дороге. Об этом сообщили в информбюро Национальной технологической инициативы. Предполагается, что при помощи компьютерного зрения специальная программа будет анализировать поведение водителей за рулем, распознавать, когда он разговаривает по телефону во время движения, курит или отвлекается от дороги. При этом специальные датчики смогут заменить уход от маршрута, превышение скорости, а также отследить техническое состояние машины. Авторы идеи считают, что система позволит снизить аварийность на дорогах до 50%. Устанавливать ее планируют в первую очередь на общественный транспорт. Решить 30 примеров за минуту. Такая задача стояла перед участниками Олимпиады по ментальной арифметике. Интеллектуальные соревнования проходили в Махачкале. На вооружении у воспитанников учебного центра Smart Ink Карабулак лишь собственные пальчики и безупречное воображение. В результате наша команда забрала все призовые места. Репортаж Хавы Гагиевой. 10 минус 10, 85, 12 ответ. Хорошо, теперь с приседаниями. 72, минус 22, минус 50, 17 ответ. 17. Молодцы. Поразительно, только так можно описать, как эти ребята, представляя в уме невидимые костяшки, перелопачивают длинные ряды трехзначных чисел и за считанные секунды дают правильный ответ. Многие из них учатся в начальной школе, но не каждый взрослый может сравниться с ними в арифметических навыках. Дети, занимаясь с нами, раскрепощаются. Раскрепостившись, они минимизируют свои комплексы, за счет чего им легко становится выступать, отвечать, тянуть руку в школе, за счет чего они, будучи более уверенны в себе, у них улучшаются показатели по всем другим предметам. Вот и весь секрет ментальной арифметики. Просто мы любим детей, мы занимаемся с ними интерактивно, и у нас нет оценок, и они чувствуют себя спокойно, и они знают, что можно ошибаться, и что на ошибках учатся. За счет этого ребенок растет. Воспитанники учебного центра Smart Ink Карабулак совсем юные, а на их счету уже не одна громкая победа. Каждый из ребят может смело похвастаться не только призовыми местами, но и кубками победителей. Очередная олимпиада между маленькими умниками и умницами СКФО проходила в Махачкале, где они заняли все призовые места. За 4 минуты участники должны были решить 120 примеров, то есть 30 примеров за 1 минуту.
Поехало 5 участников, показали тоже хороший результат. 3 первых места, 1 второе, 1 третье. Конечно, дети и сами сегодня признаются, что тяжело было после дальней дороги. Сами понимаете, рано утром выехать. Дорога на нас сказалась, иначе бы мы привезли, конечно, результат еще круче. Максимальный скоростной режим в обучении у центра 0,1 секунды. Это очень быстро, и дети даже не всегда успевают разглядеть цифру. Однако некоторые могут одновременно и складывать в уме, и танцевать, и даже читать стихотворения, как Илес Балаев. На Олимпиаде мальчик занял 2 место. Своей победой гордится и останавливаться на достигнутом не собирается. Люблю грозу в начале мая, когда весенний пережу, как бы развеяться, игра грохочет в небе голубом. 90 -х. Быстрый счет в уме – это лишь первый плюс ментальной арифметики. По словам родителей, она помогает их детям стать уверенными в себе. Ребята учатся мыслить креативно, благодаря чему становятся более внимательными и лучше концентрируются. Дети научились быстро считать, развивается память, мышление, мелкая моторика, логика. То есть ребенок начинает повышать свою самооценку, уверенно себя чувствует. И желание не только высказать, но и даже есть где-то всегда быть первым появляется у ребенка. Это очень важно для ребенка. Подготовка к самостоятельному исчислению занимает 2-3 года и делится на несколько этапов. Сначала дети учатся считать на настоящем абаке, а дальше вместо доски они заучивают ее изображение. Глядя на рисунок, во время вычисления нужно представить, как передвигается костяшки. В конце концов, у ребят забирают и картинку. На этой стадии они видят абак в уме и могут производить с ним те же операции, что и с настоящим. В будущем у центра большие планы. Помимо всех прочих онлайн-олимпиад, они готовятся к всероссийским соревнованиям. А там, если позволит финансирование, будут покорять и международные, которые в следующем году пройдут в Турции и Чехии. Хава Гагиева, Джамалел Тамасханов, Новости 24. Открытый чемпионат республики по скалолазанию на искусственном скалодроме среди детей и юношей прошел в Джейрахском районе, в физкультурно-оздоровительном комплексе. В мероприятии приняли участие юные спортсмены со всех уголков республики и соседних регионов. Борьба за чемпионство и 6 призовых мест шла в 3 возрастных категориях – до 12, до 14 и до 17 лет. Победителей награждали медалями и грамотами. Организацией спортивного мероприятия занимались местная администрация. Директор ФОКа финансовую поддержку оказал спортивный клуб «Кушт». Скалолазание. В 2017 году оно стало олимпийским видом спорта. И сейчас мы готовим своих ребят не на эти Олимпийские игры, конечно, но мы что-то пытаемся делать, потом, может быть, и в сборную пойдем. У нас есть парочка спортсменов, которые подают очень такие серьезные большие надежды. У нас соревнования проходили по нескольким разновидностям в данной дисциплине, то есть и скоростные, и по усложненной трассе. Мурат Евлоев, воспитанник известного клуба «Кушт», стал серебряным призером первенства России среди юниоров по вольной борьбе. Он уступил в финале калининградскому спортсмену Алику Садаяну со счетом 6-4. Теперь впереди новая цель – первенство Европы и мира. Ну а также переход во взрослую лигу. Подробности в нашем сюжете. 300 участников со всех регионов республики. Лучшие из лучших среди юниоров встретились на матах в городе Нарафаминск, Московской области в 10 весовых категориях. Нашу республику представляло 5 человек. Высокий результат показал из них только Мурат Евлоев, выступавший от спортивного клуба «Кушт». Раз за разом он одолевал своих соперников в весовой категории до 75 килограммов, не оставляя им шанса на победу и демонстрируя высокий уровень мастерства и подготовки. Отборочная сетка сужалась, и он встретился в финале с Аликом Садаяном. Один творческий сингл, второй период, а проходит я, тебе проводит себя, смахать эшпиан на катерту, аюх, шиба отыграть, вырать сингл, атаки же хвачен в сердце. Борьба была ожесточенной. Оба спортсмена показали достойный результат. Но ингушскому спортсмену не хватило подготовки. Мураду 20 лет, и 10 он уже усердно занимается вольной борьбой. Мечта достичь определенных высот является для него серьезной мотивацией, чтобы сражаться и не сдаваться. Серьезно заниматься борьбой. Зал Эндели, Европа, отборы, первенство мира, Европа, бывшей России. Всегда Эндели отборы, да, что хочу.
За Мурада болела вся его команда, отличного тренера до участников клуба. В этом году он уже участвовал в отборе на первенство мира и Европы. Там ему удалось взять бронзу. Таким образом, он утвердился членом команды сборной России среди юниоров. И ему уже не нужно проходить отборочные турниры. Но для выступления на аренах мира и Европы нужно было как минимум стать обладателем серебра. Теперь это стало его целью. Чтобы добиться успехов, он принял участие в первенстве России для оценки подготовки на следующий год. Тренер делится, что доволен спортсменом, но осталось исправить мелкие ошибки. Важный турнир, первенство России, важный старт, отбор сборной команды на следующий год, формирование юцарской команды. Старт он подготовиться для выставить Мурада Сиглате. В апреле начнется отбор на первенство Европы и мира, где он попытает удачу среди юниоров. В следующем году Мураду придется перейти во взрослую лигу, где возрастного ограничения нет и опытных борцов будет еще больше. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24. И в завершении небольшой анонс. В рамках празднования юбилея студии искусств в Назрани Ингушетию посетит джазовый оркестр школы Кима Назаретова из Ростова-на-Дону. В ноябре к нам в республику впервые приезжает джазовый оркестр. Это детский джазовый оркестр, единственной в России джазовой школы имени Кима Назаретова. Концерт состоится в зале филологического корпуса в городе Магасе. Начало в 15:00, вход бесплатный. Мы приглашаем всех любителей джазового искусства прийти и послушать замечательный концерт. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.